Вторая честь. Угу. Вот пока мечеть, помнится, не восстановили, как сейчас. И я помню, в 90-х годах, что ли, я приезжал, имам, как его звали, он болел как-то, хороший человек был, татаринский имам. Мы приходили с тобой на намаз в пятницу. Фарид Хазрат был, да. Вот о нем, может, искал. Как я уже говорил, в 1996 году Фарид Хазрат Шаймиев получил распоряжение от местной администрации, что передали это здание, муниципальное образование передала это здание местной мусульманской организации села Нежинки. И вот они манара подняли, отремонтировали тут некоторые лестницу, забетонировали на второй этаж. И потом у них что-то дела остановились. Потом в 2015 году, когда мечеть была бесхозная, никто не брался, когда глава администрации Виктор Алексеевич Волчков пригласил к себе в администрацию и говорит: давайте возьмитесь, организуйте и ведите дальше работы по восстановлению мечети, мы поможем. Альхамдулилля, по воле Аллаха, мы в 2015 году организовали местную мусульманскую религиозную организацию, общество мусульманское, и собрали собрание жителей села, все были за, против не было никого, все проголосовали за, мы выбрали 10 из числа местных мусульман и продолжили, организовали организацию местную мусульманскую, и продолжили работы. Первое время было холодно намазы читать, сейчас тепло, теплые полы у нас, многие приходили, помогали, местные жители. Сейчас приятно зайти, молиться. Мы здесь проводим именоречение, потом бракосочетание, никах проводим в этой мечети, маджлисы большие, здесь таравих намазы проводим, также иногда ифтары проводим во время Рамазана, Ураза Байрам, да, здесь праздники, большие праздники, по 250 человек умещается у нас. В этом году было более 300 человек, мы на улице стелили ковры, молодежь намазы читали на улице. И в дальнейшем у нас есть во дворе фундамент, мы хотим там построить зал. Если какие предприниматели, мусульмане, там неважно, могут и православные оказать помощь. Мы в строительстве здания мы хотим, здание как будет, и как медресе у нас будет. Детей хотим обучать, мы здесь обучаем детей, делаем летний лагерь. Зимой у нас Инзиля Устай проводит занятия по субботам, обучает взрослых, намазу учит, основам ислама, чтобы люди знали. И также мы присылают нам шакирдов, мы детей обучаем основам ислама. Кто предприниматели хотят помочь, в интернете найдут ваш расчетный счет, да, село Нежинка Оренбургского района, Оренбургской области, да, так называется, да. И приход, как называется, мечеть или Махаля 827. Махаля 827, Рахмат. И тахаратную это мы сделали, нам еще зал надо построить, если кто желает помочь, оказать помощь, мы там укажем расчетный счет. И село Нежинка, адрес, улица Чкалова, 56. Может, кто хочет пообщаться, у кого наболевшие есть вопросы, да, есть вопросы по исламу, пожалуйста, приезжайте, мы ответим
Есть люди, которые боятся прийти в мечеть, да, есть вопросы, возникают там дети, да, привести на обучение, не знают, куда повезти. А здесь можно привести, пообщаться и детей привести, чтобы они получили знания исламские, вот основы ислама, историю ислама, и историю даже вот прийти, узнать, что мечеть, когда она основана, какие люди жили, да, в этом селе. Кстати, прошу прощения, каких национальностей люди жили и сейчас каких национальностей, какое количество приблизительно? Ну, здесь где-то 26-27 национальностей в нашем селе живут. Татары сколько, казахи сколько? Где-то я брал в администрации, там была, значит, численность татар 970, казахов было 786, что ли, казахов. Потом идут на втором месте узбеки. На третьем тогда получается. На третьем, да, потом таджики. Где-то, ну, сейчас уже вот каждый год они прибавляются. Они 1 минута у вас осталось. Какую помощь казахи, как известно, щедрым народом считается, они оказывают помощь предпринимателям казахские? Вот я знаю, как Жуламан, уважаемый, зовут, и еще другие, какую-то помощь оказывают? Про них я ничего не могу сказать. Вот один предприниматель, зять Жакау, вот громкоговоритель, вот микрофон принес, вот, сделал помощь, оказал. Второй казах Серик, я, как сказал, уже крышу перекрыл, большую сумму выделил для мечети. Ну и татары вот помогли, газ провели в селе, приходили полы, вот делали и казахи, и татары, узбеки, таджики, все пришли, делали субботник, сделали теплые полы,